Нет, это не заслуга, а удача. Стать девушкой солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, как в день победы стыдным было б мне. С восторгом нас, девчонок, не встречали, нас гнал домой охрипший военком. Так было в 41-м, а медали и прочие регалии потом. Смотрю назад, продымленные дали. Нет, не заслугой в тот зловещий год, а высшей честью в школе сочетали возможность умереть за свой народ. Только б жить и любить и гореть, а у жизни осталось немного. Для чего же нам пришлось одолеть эту трудную нашу дорогу? Жизнь, как камень тяжелый, несли по военной тропе за плечами, и к краю земли подошли, не заметили даже и сами. Что такое подвиг прощания или вера? Что такое подвиг мгновения или вечность? Шла она неслышно от школьного порога, уходила девочка в бессмертную дорогу. Я, Лиза Бричкина, шагнула в болото, с трудом продвигаясь вперед. Осталось пройти последний кусок, а дальше шла суша. Там за час-полтора добегу до своих. Вдруг огромный белый пузырь. Это было так неожиданно, и я, не успев вскрикнуть, рванулась в сторону. Земли не было. Я, Соня Горьфич, и не думала о смерти, когда бежала за кисетом нашего старшины, который он оставил на прежней стоянке. Бежала без опаски, торопясь, притащила старшине махорку, ту трижды проклятую, и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной яркой болью рванулось вдруг сердце. Реальный мир был суровым и жестоким. Я, Галя Четвертак, всегда жила в воображаемом мире и хотела бы забыть и вычеркнуть все. И мертвые полузакрытые глаза Сони, и затвердевшие от ее крови гимнастерку, и две дырочки на груди, узкие как лезвие, но не могла, и это рождало тупой чугунный ужас, который словно пружина сработал в тот самый момент, когда немцы были от меня в 2 шагах. Я метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя, не соображая. Я, Женя Камелькова, верила в себя тогда, когда водила немцев от Осяниной. Ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, я просто удивилась, ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в 19 лет. И немцы добили меня в упор, а потом еще долго смотрели на мое после смерти гордое и прекрасное лицо. Я, Рита Осянина, меня ранила осколком в живот, что даже разглядеть было трудно что там, потому что смешалось все, и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда в живот солдатский ремень. Я не жалела себя, свою жизнь и молодость, потому что все время думала о том, что куда важнее, чем я. Мой сын остался сиротой, он остался один в этом огромном и страшном мире. Я думала, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь. Я знала, что рана моя смертельная, и умирать я буду долго и трудно. Я застрелилась выстрелом в висок. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава, а мать и мачеха цветет, и сон трава мохнатым зевом росу мерцающую пьет, но никогда под русским небом трава забвения не взойдет. Война закончилась, пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем. День Победы, лучший день в году.